на сегодняшний день, как бы, да, это термин элита у нас укрепился очень сильно за политической системой. У нас элиту воспринимать как представителей политических, да, представителей, которые, скажем, политика, она во всех сферах жизнедеятельности. Значит, понимаете, государство занимается. Вы понимаете, если мы хотим национальную элиту создать, значит, мы хотим воспользоваться. Это, как говорят, на сегодняшний день у нас кто в политике, да, как бы политики. Они говорят, мы делегированные народом люди, которые себя возомнили, что они могут, народ им дал какую-то часть права, суверенитет, и они этим пользуются, и они говорят элита. По идее, на сегодняшний день немножко искаженное это слово элита. По идее, как у нас, какие политики, вы знаете, и какими они путями, или избранные, или что, отлично, да? Мы понимаем, что на сегодняшний день у нас элитой там называют себя негативно те люди, которые очень далеки от этого слова. Потому что ради этого они, да, как бы элита, они говорят, своих детей. Элита не может быть по рождению, элита может быть по происхождению, она как человек, каждый из каждого общества может она создаться, да, а здесь хотят они элиту создать, семейный клан, как мы говорим раньше, шабашники, как артисты у нас. Артист может быть по рождению один, но они хотят своих детей, внуков, то тогда уже слово, термин элита утеряется, и мы должны это понимать. Если мы хотим воспользоваться словом элита, делегировать себя, то мы должны к этому очень относиться, и это должно быть пассионарные наши. Пассионарные это значит кто? Наши представители, которые себя полностью отдавать обществу. Не для себя, не для своих меркантильных, как сегодня у нас, да, некоторые политики, да, обогащаются за счет народа, а все свои силы, средства для процветания будущего своего народа, своей нации. Вот делегировать. Это вот элита называется. Элита, это значит, в хорошем понимании, это человек, который добропорядочный, отдающий всего себя обществу, а не то, что пользуешься благами тем, которые делегировали. И, да, на сегодняшний день. Об этом говорят политика. У нас вот центр, мы говорим, открывать центр. Центра нет, вот дома Судулаевых. Если человек в себе чувствует какие-то, да, пассионарно, он идет уже от рождения, говорят, лидеры бывают. Искусственных лидеров не бывает. Искусственные только бывает. Это, да, как бы мы говорим, в теплицах, теплицы выращиваемые, это не лидеры. Вот у нас был в этом году молодежь, где-то 15-17 автономий, они горели желанием что-то сделать. Вот у нас, я говорю, преемственное поколение. Вот в 90-х годах было хорошее, когда у нас пассионарный, когда после 70 лет расцвет был, да, как в Татарстане. Я просто говорю, вы не думайте, что про Татарстан, я просто то, что знаю. Расцвет Татарстана, где? Мы образовали республику, конституция, язык. Вот, пассионарность был, где воодушевлено вот это, да, которые наши аксакалы, которых уже мало, вот это, да, один из аксакалов, Гагаеровы, Миначевы были, там, да, Ямбаевы, вот такие, а в Казани там, да, Фаюзя, по которой в тот, которые подняли на этом уровне, могли создать республику свободы. Ельцин тогда сказал, берите свободу сколько можете. Вот, да, тогда. И после этого, после 90-го, когда расцвет был, у нас преемственность поколений пропал. И вот у нас где-то, да, в 2009 году был молодежь собрался, мы хотели что-то сделать. И наши же сотельщики нам не дали войти в этот дом Асудулая, который есть. Я вам объясняю просто про практику. Мы-то ни государство нам не мешало, ни чиновники. Просто в этих домах нужно нам немножко, да, как бы навести порядок у себя. Мы никогда не вырастим интеллектуальную национальную элиту, если будем бросать только после среднего образования уходят из института. Мы должны сопровождать их до того момента, когда они станут успешными людьми в своей области деятельности, успешным юристом, успешным экономистом, успешным бизнесменом. Только тогда они будут возвращать нам, народу татарскому, свои знания, свои деньги и так далее. Я представитель Кумыкского общественного движения в Москве. Вообще называется движение Лазден. Вот. Мы испытываем, кумыки, эту проблему, языковую проблему, наверное, серьезнее, чем татары, намного серьезнее. Поэтому этот вопрос, как и татар, нас интересует, и волнует этот вопрос, наверное, и карачаевцев, скорее всего. Также, хоть их и много, киргизов, узбеков, ну и которые поменьше. Эта проблема висит в воздухе, витает о создании национально ориентированных
обучающих каких-то центров, будь это школа, хотя бы одна, с нее, наверное, начинать. И формирование как бы из молодежи национальной элиты. Вот здесь по поводу элиты была дискуссия. Это, конечно, корень этого слова западный, да, элита. Элита это считается элита из всего. Вот Абдурашид говорил, из вот любого там можно применить элиту. Лучшее из того, что есть, это элита. Вот здесь Эльдар сказал очень хорошо, вспомнил про Исмаила Гаспаринского, и что в то время до него, все тюркские народы на всей площади территории Тюркской степи, Великой степи, Дешты, Кипчак, говорили друг с другом, понимали друг друга, и говорили все на одном языке. Над тем, чтобы мы стали трудно понимать друг друга, хотя мы все равно понимаем, если будем говорить, потрудимся, мы понимаем. Над этим очень сильно пострадала царская вначале администрация колонизационная. Надо говорить прямо об этом. И сильно постарались, потом впоследствии эстафету переняли, это коммунисты-большевики, ленинцы и сталинцы тоже. То есть специально нам создавался алфавиты разные. Один из последних таких, которых я знаю, крупных деятелей, вот это Исмаил Гаспаринский, крымско-татарский деятель, который пропагандист был вот этого языка тюрку, на котором все тюркские народы разговаривали. И он его продвигал. В связи с этим я хочу сказать, вот я лично за то, что все мы, тюркские народы, даже которые здесь собрались, которых здесь нету, все мы рано или поздно пришли к одному языку, такому как тюрку. Я согласен с Гайром Эфенди и с Рустамом Эфенди, что нужно воспитывать национально ориентированных молодых людей, которые будут хорошо знать свой язык, свою культуру, будут болеть, переживать за свой народ и готовы за это работать, да? Развиваться, достигать высот и потом вкладывать это в другое подрастающее поколение. Да, это можно назвать западным словом элита, но чтобы никого не раздражать, возможно, нам нужно придумать свое слово тюркское. Второе. Вот этот проект сам школы, я уже сказал, что он нужен, необходим. Как сказал Фаэль, вот специалист в этом вопросе, это очень сложный вопрос. И действительно его невозможно там за короткое время сделать. И этим, наверное, должны заниматься специалисты, такие как вот Фаэль, Агай, должны заниматься и подобные ему. Вот. Ну, я так понимаю, что вот изложено там проект концепции. Нужно развить эту концепцию. На основе этой концепции нужно создавать проект, под проект подводиться должна финансовая платформа. Потому что без денег, без финансовой платформы любые самые благие начинания, они не приведут ни к чему. Вот. А финансы можно подвести только под хороший такой созданный проект, профессиональный. И следующее, я вот считаю, Фаэль то, что сказал, все-таки создание, параллельно с этим созданием проекта школы национально ориентированной, надо все-таки работать над проектом дистанционного обучения. Наверное, сюда тоже надо приложить общие усилия, чтобы, сидя, допустим, в Москве, преподаватель может татарскому языку научить ребенка, который там живет там, в Сахалине или на Камчатке. Все есть, но только никто не хочет из чиновников этим заниматься. Вот самое главное. Понимаете, у нас все есть. И школа есть, все готово. Ильдар Эфенди, когда выступал, он сказал, что все разговаривали на одном языке, на тюркском. Есть книга, для тех, кто не знает, есть книга Дюрюся Шифани. Это Максуди, татарский, или тюркский, там татарский не любят, да? Поэтому я говорю тюркский. Он переписал в 1912 году. По этому учебнике все тюрки, казаки, узбеки, ваши,
азербайджанцы, все учились по этим учебникам. Вот этот учебник есть. Мы сейчас сделаем, значит, там транскрипцию на русский там, и так далее. Вот это вот, какая буква, что обозначает, как ее читать, да? Потому что у нас, вот, например, татары, мы тоже потеряли, мы цивилизацию свою потеряли. И вот эта книга до сих пор считается самый хороший учебник. Ну, там татарскую убрали, тюркский, да, скажем, да, чтобы не раздражать никого, да? Убрали оттуда тюркский, да? Оставили изучение, значит, арабского языка. По этим учебникам это до сих пор считается самый хороший учебник арабского языка. Это мне один русский человек, Савельев такой, да, он политолог и так далее, он говорит, вы, говорит, ну там, мне как татарину, когда узнал, татарину, мне говорит, вы голубых кровей, вы, говорит, должны об этом знать, это мне русский человек говорит. Знаете, вы, говорит, должны знать, что вы голубых кровей, вы, говорит, не это, не какие-нибудь там пришельцы откуда-нибудь с Луны, там свалились, там какие-то дикари, там, да? Вы, говорит, у вас огромная цивилизация, а мы эту цивилизацию не знаем, к сожалению, многие не знаем. Да, что касается лицеев, да? Да, лицеи, они нужны, да, надо поднимать, там, надо это все нужно, но должен быть подход системный, не просто вот там лицеи сделали, там никто не будет ходить, не ходить будет, там, или там, надо системно. Значит, что татар объединяло, да? Или тюрков, да, что объединяло, да? Вот мы, как бы, татары, они везде, где бы они ни были, да, там есть тюрки, да, они везде передовые, там и так далее, да, они всегда на виду, там все и так далее, порядочные, хорошие организаторы, там и так далее, грамотные. Это приходит у нас сотни лет. Мы получали, наши предки, бабушки, там и так далее, они все были грамотные, они получали воспитание на основе ислама получали образование, воспитание получали, то есть нравственность была воспитана, идеология была, поэтому и до сих пор у нас еще какие-то остатки есть, до сих пор еще. Что происходит с нашей тюркской нацией в составе России за пределами ее? Конечно, я благодарен Гайр Эфенди и Рустам Файзиевичу, они тоже с болью в душе вкладываются в создание вот этого тюркского союза и возрождение вот тюркских языков и способствовать как-то сохранению вот национального быта, национального самосознания. Я прочел то, что здесь вот в проекте пишется, что вот тут 4 языка, я хотел бы уточнить, основным языком преподавания в школе это общеобразовательная школа или только языковая? Нет, общеобразовательная. Общеобразовательная. Основной язык преподавания. Русский. Русский, да? Конечно. Но только этнокультурным компонентом. Но это будет уже другое. Дело в том, что в государственной там будет компонент, а здесь можно эти языки расширенно давать. Расширена только литература? Не только. Это уже наши. То есть это частное образовательное. Или другие предметы тоже будут это частное. Мы можем как угодно это сделать. Начало и литература вот. Это частное будет. Вот в чем дело. Поэтому частное уже можем выбирать. Но государственную программу должны выполнить 100%. Основным как бы языком преподавания других предметов, других дисциплин в этой школе будет в большей степени на татарском языке. Почему? Говорю, потому что учебники на татарском и на башкирском языке, а вот на кумыкском языке учебников нет. Азербайджанцы, так как вот коренной народ, хотя Дербент это древний азербайджанский город, и там преимущественно живут азербайджанцы по численности, преобладают, не считаются коренным народом России. А вот о других народах, там, допустим, вот тувинцы тоже тюркским народом относятся, их ни одного представителя тут мы не видели до сих пор. И имеются ли у них национальные школы и преподаются ли дисциплины вот на тувинском языке, тоже не знаем. Но я что хочу сказать, вот обстановка очень плохая, очень печальная. Я один могу пример привести. Вот недавно мой племянник, мы его засватали. Оба, вот выросшая здесь молодежь, кроме как танцевать под азербайджанскую музыку и кушать из того, что приготовлено, из национальной кухни, они ничего не умеют, говорят между собой по-русски, понимаете? И
у них в голове то же самое, что у остальной молодежи. Это очень печально. До создания этих школ нельзя ли стараться так, чтобы уже у выросшей молодежи русскоязычной, нашей национальности, тюркской, как-то вот пробудит национальное самосознание. Но хотя они русскоязычные, чтобы в них как-то пробудит, как-то, чтобы они сами могли воздействовать на остальную молодежь. Рустам Файзиевич во всю силу старается, как-то вот собирает молодежь, чтобы они друг друга видели, там, вот это, выбирая друг друга, чтобы эта нация не пропала, скажем, в биологической форме. Он старается, но это тоже надо, это похвально, надо этому радоваться, но мы как-то вот тормозить это вот тенденцию, которая ведет к гибели, национальной гибели, да, нашей. Вот какими путями? Ну, мы в первую очередь мы должны воздействовать вот уже на существующую молодежь, как-то в них воспитывать вот это национальное чувство. Вот как товарищ сказал, что национализм, не надо этого слова бояться. Национализм это не нацизм, это не шовинизм. Национализм это то, что ты говоришь, что моя нация не лучше, не хуже других, не выше, не ниже других. Вот с таким воспитанием надо, как бы, вот такому воспитанию надо подвергнуть и нашу молодежь. Гайр Эфенди, я глубоко одобряю ваши любые действия, да, но для того, чтобы внедрить какой-то проект в жизнь, чтобы он обрел жизненную энергию, нужно, чтобы это, за ним стояла какая-то вот серьезная организация, вот единая организация. И эта организация, чтобы объединила вокруг себя других. Вот какая организация? Это на государственном уровне. Тюркский дом. Где эта организация? Ну вот собрались, разойдемся и забудем. Поэтому, Гайр Эфенди, давайте вот в двух направлениях займемся воспитанием нынешней молодежи. Да. Дома. Понимаете, повлиять на их мозги. Если мы как этнос пропадем, вот мы унаследовали у своих родителей, мы им что-то можем передать, а завтра они ничего не смогут передать своим детям. К своим вот 34 годам тоже как старались, вот действовали, вот был совет татарской молодежи в городе Москве, там в разных отраслях, но я бы хотел конкретно вот свою мысль как бы сказать, что много воды не было, действительно много было всего хорошего и так далее. Во-первых, идет прекрасный месяц Рабиуль Авваль, сейчас вот с супругой почитали намаз и попросил, вот, чтобы все вот за столом были благие цели, они, во-первых, воплотились, да, вот после намаз дуа почитали. Вот, иншаллаху рахман, пусть действительно Аллах субхану тааля дарует тауфик. Времена действительно непростые, вот, много всего сказано и много чего, наверное, сделано. Но я бы, допустим, если бы спросили меня, мне кажется, начинать нужно вот с каких-то вот простых вещей, вот посмотреть вокруг себя, да, вот, допустим, если здесь вот духовный какой-то объединительный центр будет, вот обстановку привести, да, избавиться от каких-то там пережитков уже, потому что сейчас уже Ахрзаман, быстротечное времени, это малый признак конца света, все это сбылось и будет сбываться, сомнений нету. Действительно, как-то надо коренными зубами ухватиться за ценности. А какая вот ценность, как проблему решить? Да оно для проницательного человека, для размышляющего человека, она очевидна. Это, конечно, прежде всего духовно-нравственная составляющая. Без этого, конечно, никуда невозможно пойти. Вот. А там уже, соответственно, и бизнес, и деньги, и чиновничья сфера, и так далее, и так далее. Вот, допустим, если спросите меня, вот недавно вот посетил Кавказ тоже, я офицер, вот Главного управления МЧС России по городу Москве. Допустим, вот татары, да, оказывается же у татар очень большая связь вот с кавказским, с дагестанским народом. Вот, допустим, далеко ходить не надо. Зайнулла Ишан Расулев, я вот сам из Татарстана корни, да?
Мухаммад Закир Аль-Чистави, чистопольский. Кому они передали иджазу? Сайфулла Кади Башларову, который дагестанский наш устав. Вот если погрузиться вот в эту, изучить их жизнь, это уже придаст много бараката, и деньги найдутся, и так далее, и так далее. Вступить в путь духовно-нравственного совершенствования, да? А потом вот такие вот вещи, как вот мадрасе, это действительно очень важно. Вот рисалят у нас есть, ихляс, вот я 7 лет учился. Это тоже действительно... У Салиева, Анвара. Да, у Анвар Хазрат Салиева. Моя школа. Вот такие, наверное, от сердца я сказал, чтобы время ваше не занимать и так далее. Я вот что хочу сказать. Вот все говорят, элита это какое французское слово, да, говорите? Еще какое-то, да? Почитайте труды нашего Нурмухамеда Хусаинова, который написал вот такую книгу «Тюркские корни в романских языках». И подумайте, откуда все идет. Может быть, это от нас к ним пришло. Вот в чем дело. Татар это главный, ар это мужчина. Главный мужчина. Вот племя собиралось тюркское, татар возглавлялся татаром. Вот откуда пошел вот этот термин. Поэтому, знаете, надо поосторожнее, значит, это самое. В Римской империи наши корни тоже есть. Да. Так что давайте подумаем. У нас великий народ на самом деле. У нас и история богатая, и территория у нас есть, и язык у нас есть. Самое главное, в 6 веке неофициально, в 9 веке официально прекрасная религия Аллах Субхану ва Тааля, ислам до нас дошла, да. Ну и надо, правда сказать, самокритичность, говорят, признак гениальности, да. Много всего упущено, да, особенно в советское время. Давайте вот зубами ухватимся за наши истинные цели. Иншаллаху Рахман, Аллах тауфик от Аллаха Субхану ва Тааля. В хадисе это сказано, то, что лучшие из вас те, кто в мирском не забывает о вечном и вечном о мирском. Вот если мы вот так вот лично ответственно у нас будет, войдем в этот путь духовно-нравственного совершенствования. Много говорить не нужно будет, все вокруг нас изменится. Ну, это наш только самый первый разговор на очень важную тему формирования национально ориентированной элиты тюркских народов. Да, очень хороший, интересный получился диалог, был спор, была беседа очень активная, да. Многие люди приняли участие. Но я думаю, что наш разговор продолжится на ближайшее будущее. Вот. Но теперь надо конкретизировать создание тюркского лицея, создание тюркских университетов, славяно-тюркских университетов и так далее. То есть всю систему образования надо выстроить по цепочке, вот, чтобы наши представители работали во всех отраслях народного хозяйства России и также стран СНГ, и в Турции также работали. Вот. Но все были вдохновлены одной общей идеей единения России и тюркского мира.